Акварели донецких художников в Саранске представляет директор молодого музея «Арт Донбасс» Екатерина Калиниченко. Такое выставочное пространство на Украине одно – единственный музей, который работает бесплатно для всех. Его выставочные залы посещают 120 тысяч человек в год. Сотрудники и не думали, что вдруг настанет время, когда картины нельзя будет вывозить из страны. Донецкие акварели в русских городах смогли увидеть благодаря программе интеграции «Россия-Донбасс». В течение последнего года, 2018-го, заключено очень много соглашений о партнерстве с регионами Российской Федерации. И в данном случае я представляю культуру с различными музейными институциями, домами культуры, театрами заключены такие соглашения, и уже идет взаимодействие. Абсолютно разное творчество художников Донбасса можно оценить в музее Эрзи до 25 ноября. 7 авторов настойчиво демонстрируют, что искусство выше человеческой ненависти. Все картины на выставке показывают мирную жизнь. Хотя у большинства зрителей при слове «Донбасс» возникает боль в сердце. Число 7 – это мудрость и философское отношение к жизни. 7 художников удивительно вдумчиво изобразили донбасские пейзажи. Здесь лирический урбанизм Григория Тышкевича, коренного жителя Донецка, и работа Анатолия Дерезы, который в любую погоду идет в ботанический сад на пленэр. Любовь к солнечному краю объединила в творческом порыве несколько мастеров. Это и цветовая гамма, которая сразу отличает художников Донбасса. Это и пейзажи, и тематика. Может показаться, что это суровый стиль, так как это терриконы, это заводы. Но, тем не менее, очень много лирики, очень много позитивного того, что вдохновляет художников писать и раскрывать все новое и новое в том, что его окружает. Екатерина Калиниченко рассказала, что закон о ввозе и вывозе культурных ценностей в Донецкой республике недоработан. Только сами художники имеют право провести собственные работы. С живописью вообще сложно, с акварелью оказалось проще. Художественных вузов в Донецкой республике нет. Мастера учатся за пределами. Они хотят развиваться и впитывать новое, но для этого необходимо показывать свои творения миру. Олеся Плакиткина, Александр Данилов. Наши новости.